Kandaises? Sini natin yun. Ата? Мини natin сами. Сейчас посмотрите, такой красивый фонтан. Площадь Победный, и рядом с этим продаются много цветов и очень. Здесь такие цветы, вот красивые цветы, посмотрите. Привет, доброе утро, дорогие зрители, как у вас дела? Меня зовут Сами, и я из Пакистана. Я изучаю русский язык на последние 3 месяца, и так сегодня я начинаю вести влог на русском языке. Ну, возможно, я сделаю некоторые ошибки, но так я стараюсь из высших сил, чтобы вы поняли, что я говорю. В этом ролике я вам покажу город Бишкек и некоторые интересные для посещения места в городе. Я живу на окраине города, в районе Тунгуч, и так что поедем в центр на общественном транспорте. Короче, я доехал до центра на автобус. Тут в Бишкеке это общественный транспорт неплохой, что так можно платить 11 сом за автобус или 15 сом за маршрутки. Теперь я пойду в самую красивую мечеть в городе Бишкек, который называется Центральная мечеть. Это 5 минут ходьбы от остановки, где меня высадил автобус. Наконец-то я доехал до новой центральной мечети. Это новая центральная мечеть. Очень красивое здание, и теперь поедем туда, посмотрим. Это одно из красивых зданий на город Бишкек. Называется новая центральная мечеть. Здесь есть 2 центральные мечети. Один очень старый, и это новая центральная мечеть. Этот второй зовут тоже есть, вот эта мечеть, но я пока забыл, не знаю как. Надо посмотреть на Google. Второй зовут тоже есть, это мечеть. Здесь использовал очень много мармуров, и очень красивое здание это. Здесь посмотрите, очень много туристов. Приедете и посмотрите это мечеть внутри. Давай так сделаем, да? Первый посмотрим внутри, и потом здесь есть это место для сидения, но так это позже посмотрим. Первый внутри едем и посмотрим. Это мечеть изнутри. Вы сможешь посмотреть, много туристов здесь есть. Насколько красивое украшение с цветами и куполообразная конструкция. Вы сможешь посмотреть. Пойдем здесь, на эту дверь. Здесь дайте каждый вечер Навроза бесплатно кушаете, вы сможете здесь видеть этот ресторан. И это очень хорошее место на этом месте.
Это был мечеть изнутри. Теперь пойдем туда. Там есть скамьи для сидения. Так что пойдем посмотрим. Так, здесь есть очень много скамей для сидения. И они убираются. Там есть это туалет для мужское и здесь для женское. Но я туда не пойду, я просто отсюда покажу. Это мечеть есть место для женщины тоже. Это место для женщины. Здесь сможешь читать намаз женщины тоже. Здесь мне очень нравится эта арочная и куполообразная крыша. Ну, очень интересно выглядит это, когда изнутри посмотреть, да, вверху. Это очень интересно, и мне очень понравилось это место. Рядом с этой мечетью здесь строится это новое здание, наверное, это мадраса и атил, который студент здесь будет читать Коран и хадисы. Они будут здесь останутся и тоже будет, наверное, читать здесь, как я понял, потому что это еще они работают, да, не закончил пока работа. Но когда работа закончится, потом точно я буду знать. Теперь я так думаю. Короче, это был самый красивый мечеть в Бишкеке. И теперь пойдем площадь Победы. Площадь Победы тоже здесь рядом. Надо по 2-3 минуты пешком ходить. Между площадь Победы и центральной мечеть там есть самое красивое и высокое здание. Наверное, это Имрат строй. И это, наверное, ател или что такое другое, я не знаю пока, но просто очень красивое здание. Наконец я доехал до площади Победы, и это высокая площадь Победы, очень большое место, и центральный мечеть был там. Это 3-4 минуты по пешком ехать до отсюда. На центральный мечеть до площадь Победы. Вот это два армейских человека, и там есть семья, и здесь есть, наверное, это семья стату, да, так похоже. Но это один человек тоже похоже как армянский человек. Это женский, это женщина, это, наверное, мальчик. Очень большой стату. На площади Победы здесь есть 3 ярки, и на центре есть плавающий огонь. Ну, давай поедем, посмотрим. Здесь на центре это огонь, и это 24 часов такие, наверное. И здесь есть это одна женщина стоит, она руком так что держала, не знаю это для чего. Если вы знаете, пожалуйста, напишите мне на комментарии, что я тоже буду знать, зачем она стоит здесь. Здесь они продаются цветы, давай пойдем посмотрим. Здесь есть такие цветы. Здесь тоже очень много цветов, но ветер идет очень сильно, не знаю почему, наверное вечером дождь будет. И там пойдем посмотрим. Вот здесь тоже это красивые цветы, посмотреть. Желтый, белый. И там розовый, наверное, розовый это цвет. Здесь это тоже. Здесь это 250 сом. И вот это по 200 сом, это 350 сом, 400 сом. Ну так
Я думаю, не очень дорогие. Так нормально. Здесь это очень... как называется это? Это эписе. Эписа? А сколько стоит? Такая 600. Не понял? 600 сама. 600 сом, понятно. Еще здесь тоже есть. Ну, я не знаю, много. Света зовут. Это как? Вы меня спрашиваете, я вам буду говорить. Ага, хорошо. Хорошо, я буду спросить, она будет мне отвечать. А вот это? Это фиалки. Фиалки? Все. Сколько стоит фиалка? Вот это вот 400. 400, да? И так. Вот это? Фикус. Фикус, цена 300 сом. Нет, ну вот это? Это золотая рыбка. А сколько стоит? 1500, или я вот 1500. сейчас рассаживаю. Хорошо. Угу. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Вот это был площадь Победный, и рядом с этим продаются много цветов и очень-очень красивые цветы. Ну, извините, я не знаю название много цветов на русском, но по времени я изучаю русский. Ну, надеюсь, что на будущем я буду очень хороший русский разговаривать. Надеюсь так. На дорогу продаются, наверное, это мед, но хозяин нету. Так я не знаю, сколько стоит вот это. Короче, это вдвоем самый большой торговый центр на город Бишкека. Это называется ГУМ, вот это называется СУМ. Здесь продаются виso, которые для жизни нужно, да, виso здесь продаются, телефоны и кефи тоже есть, KFC здесь тоже есть, мужские одежды и женские одежды. Но виso продаются, я не хочу изнутри ходить, снаружи я только покажу, потому что виso торговый центр на каждый город это одинаковый. Но так не нужно изнутри ходить, просто так покажу. Это самый большой торговый центр на город Бишкека. Вот это СУМ, вот это ГУМ. Рядом это торговый центр СУМ. Здесь есть это маленькое место, здесь есть статуя лошади и скамейки есть для сидеться. О, хорошее это место. Здесь иногда начинается вода, да? Открывает воду, потом очень классное это место. Так, это памятник борцам революции. Я не знаю, это какая революция. Но вот это место так называется. Здесь тоже есть это маленькая парка. И скамейки есть для сидеться. И цветы. Здесь цветы растут. Посмотрите. Белые цветы. Это, наверное, это цветы. Я не знаю, забыл зовут. Какая. Вот это какая цвет. Вот это. Ну, красивая, очень много цветов здесь есть. Вот ты сделал, чтобы тебе удобно было? С этой женщиной меня встретил, поговорили там, который музыческие инструменты, да, на этом чуть-чуть я поиграю, но я вообще не смогу играть. Она хорошая играет, но я не смогу так хорошо, потому что я это первый раз видел. Но прикольно было, долго уже час я с ее поговорил. Теперь это время час 30, да, сейчас. Но я пойду, здесь рядом есть мечеть, который центральная мечеть, я вам показал, да. Там меня надо читать намаз. Здесь дальше ничего нету, такая это памятка есть и скамейки есть, где сидят люди, сидят вечером, здесь очень много. Сейчас никто нету, потому что погода чуть-чуть теплая, сегодня солнышко один, да, ну, день очень хорошая, погода тоже хорошая, но здесь никого нету, наверное, это чуть-чуть тепло, да, поэтому никто нету, и все люди будут работать тоже. Но так сделаем. Сейчас я
поеду, это мечеть, там намаз почитаем, потом обратно сюда приедем дальше, что есть. Это я вам покажу, сам тоже посмотрю. Ну, я много раз посмотрю, но надо обратно посмотреть и вам тоже покажу. Это здесь вода дайте светом. Ну, скоро будет раститься это уже нарастило здесь. Очень красиво выделяется, это красный и белый цвет. Ага. Ну, очень классно видно. А здесь тоже есть это память, не знаю кто это. Сегодня погода, если честно, сегодня погода очень теплая. Это недельный первый было очень холодно в Бишкеке. А сегодня, я не знаю, я сам чувствую очень, что это очень жарко, да? Ну, так погода нормальная, солнечный день. И после 3-4 дня назад был очень хороший дождь здесь в Бишкеке. Но сегодня погода нормальная, хорошая. Короче, я прочитал намаз, уже теперь обратно уедем это центром. Но здесь есть это, посмотрите, такие красивые цветы, красный, желтый, белый тоже есть, но красный, желтый очень красивый глазится. Здесь посмотрите, такой красивый фонтан. Очень красиво глазится. Здесь написано купить meals, no swimming in the fountain. Вот так красивый. Этот фонтан меня очень понравился. Здесь еще не открыли этот фонтан на площади Алату. Там тоже есть фонтан очень много, но еще не открыли. А здесь это только один открыл. Здесь есть очень много людей, они отдыхают там. Смотрите. Короче, здесь это танцует женщины, парень, девушки. Как это танцы называется, я на русском не знаю. Я так забыл. Но если вы знаете, напишите мне на комментариях. Это танц, как называется, который здесь они делают, да? Пока я иду дальше.